Всё, вдруг... Знаете, есть популярные люди, за которых приятно порадоваться, что они себе что-то купили. Типа, например, Ивлеева себе тачку взяла, типа, да, круто, молодец. Блять, когда Давид Манукян... Блять, ебать, реально думает то, что каждый мой шаг — это шум, ебать, каждый я трать много сумм. Это вообще какой-то пиздец. У меня есть охуительная история для вас. Рассказываю. У меня должен был быть фит с Олей Бузовой где-то полгода назад. Я согласилась, думаю, ладно, что, заебись, лишним не будет. И потом они, видимо, решили такую сделать охуенную многоходовочку. Менеджер Давида Манукяна, мол, давайте сделаем... Блять, давайте сделаем трек. И угар, как они это описали. Мы сейчас пишем альбом, примерно вот как Даша выступает, я вам скрины приложу. Короче, мы так культурненько слились, и Оля Бузова культурненько слилась от меня, потому что я не сделала фит с Давидом Манукяном. Ну, пиздец. Ну, ладно, думаю, я невелика потеря. Я наблюдаю за этим человеком достаточно уже давно, просто наблюдаю, и, типа, думаю, ебать, как можно... Вот это именно пример того, что человек насильно всем просто вот так вот доказывает: я пиздатый, сука, блядь, нахуй, я... Не знаю. Мне, в принципе, все равно на все эти выяснения отношений, на все эти коллаборации и так далее. Мне просто интересен один вопрос. Когда стало нормальным Филиппу Киркорову записывать фит с человеком, который занимался незаконной деятельностью? Я оставляю этот вопросик, можете мне ответить на этот вопрос, если кто-то знает ответ. Мне просто очень интересно, пиздец как. Всё, раз уж я начала говорить, я, наверное, продолжу. Мне всегда нравилось, что делает Бузова. Ну, в плане, с коммерческой стороны это все выглядит реально охуенно. Уважаемая такая женщина, такая сочная такая бикса, у которой есть свой ресторан, свой концерты, тур, все, олимпийский там собирают, все вообще, все по красоте делает. И когда начались вот эти тиктоки, когда началось вот это вот встречание с Давой, мне кажется, у человека просто она все свои сейчас, которые она нарабатывала столько лет, она просто обесценивает. Ну, мне так кажется. Я сейчас... Может быть, смешно звучит, но мне кажется, что Оля Бузова как Бритни Спирс. Оля, если тебя что-то заставляют делать, пожалуйста, запиши видео в желтом топе. Верните мне, пожалуйста, Бузову 2 года назад, которая была охуенная. Я сейчас это говорю, потому что мне надоело молчать, потому что у меня накопилось очень много вопросов, и почему я не могу озвучивать их в своем инстаграме, я не понимаю. Поэтому я буду говорить все, что я думаю, все, что я вижу. И если вы со мной согласны, то я пиздец как рада. Просто молчала я, потому что в какой-то момент мне показалось, что куча дебилов, ты не докажешь ничего в этой жизни. И на какое-то время у меня просто... Я просто подумала, блядь, не буду. Просто молчать, просто вот, блядь, все. Но сейчас я просто понимаю, если это никто не будет озвучивать, если никто об этом не будет говорить, то это будет продолжаться. Пусть хотя бы я внесу какую-то небольшую лепту и постараюсь людям донести, что это пиздец. Я могу показать тебя с головы. Уде, вачек потоп, охуенно, блядь. Я лезу в топ, уде, вачек потоп. Пиздец. Дава, пукни как робот. Танцевать, а я буду. Не ходить в белом, а я буду. Ничего не говорить, а я буду. Ты недавно выпустил клип и трек. Очевидно, какой-то рэп поверх этого. Я искал девушку, которая могла бы зачитывать